Это город с богатой историей. Началась она в 1632 году, как было принято на Руси, со строительства крепости для защиты от внешних врагов. Крепость, построенная казаками-первопроходцами, получилась на славу, добротная, надежная. Место было выбрано так, что сама природа выступала союзницей и защитницей. Находилась она на правом берегу реки Лена, в 70 километрах севернее от нынешнего Якутска. Немногие помнят, что первоначально Якутский остров был построен здесь, в поселке Сотинцы. Известно, что Петр Бекетов с 30 казаками в 1632 году заложил острог города Якутска на правом берегу реки Лена. Об этом свидетельствует его челобитное, написанное 25 сентября 1632 году великому царю Михаилу Федоровичу о том, что он заложил острог города Якутска напротив Мамыкова улуса. А Мамыков улус, это Намский улус, является противоположным берегом. И поэтому острог города Якутска был заложен на правом берегу. Но она часто затапливалась осенним паводком, также не было места для дальнейшего развития города. И поэтому тоже русский землепроходец Иван Галкин и решил его перенести на другой берег, на левый берег, где сейчас стоит город Якутск, в долину Туймады. Коч – это от старопоморского слова «коце», одежда переводится. Там несколько слоев должно быть. Береста, доска, береста, доска. 7, 8, 9 слоев, до 9 слоев должно быть, которые не тонет. И на суше, когда чтоб легко было. Сюда размещаются 30 человек, 30 матросов. Одна каюта, соответственно, для капитана, другая каюта для матросов. В таких кораблях женщин не берут, там все открытое. С Москвы, например, оттуда отправляли где-то 70 кочей, 30 кочей, но сюда доплывали только 1-2 таких корабля. Видимо, они по дороге разбивались, умирали. И они плыли только летом, а зимой-то они тоже заболевали. На таких кочах Бекетов, Дежнев, Хабаров, Атласов, Поярков, они уезжали, это первая половина 17 века, и открывали Амур, Сахалин, Камчатку. Были вообще сильные духом, телом люди. Здесь, с самого высокого места реки, и должен был отстраиваться Якутск. Однако со временем, из-за наводнений, острог был перенесен на левый берег в долину Туймада. Как бы то ни было, Якутск сумел сохранить в себе главное богатство – историческое и культурное наследие, а также аккуратно вплести это в современную жизнь. Услышав звук ударного инструмента и мою просьбу, верхние божества прячут вас за пазуху и под мышку. Теперь вы защищены силами верхних божеств на целый год. Здесь перед нами это все, что осталось от первого каменного здания города Якутска. И это не одна его особенность. Эта каменная памятная плита когда-то висела на входе в воеводскую канцелярию. Это первая каменная постройка вообще в Восточной Сибири.
Якутии и города Якутска, соответственно, возведена. Она была в 1707 году, в начале 18 века, по указу Петра I, о чем здесь вот, собственно, надпись. До наших дней это здание, к сожалению, не сохранилось, но вот эта плита в 20 веке была передана в наш музей. Вообще интересен сам факт постройки этой воеводской канцелярии в начале 18 века, потому что каменное строительство на территории России в то время, в общем-то, по большому счету запрещено было. Потому что возводился город Санкт-Петербург, и все мастера, которые каменные дома возводить умели, они направлялись вот только туда. Ну, Петр хотел, чтобы побыстрее построили Петербург, и поэтому он так ускорял процесс. А если какой-то город в России, в Сибири хотел построить каменное здание, то должен получить был специальное одобрение царское. И вот на этой плите как раз о таком вот Петровском именном указе тоже написано, что именно вот по указу царя Петра Алексеевича дозволяется возвести эти палаты воеводские. Здесь также вот указана дата возведения и имена воевод, при которых это здание строилось. Были два набора. Один набор более простой, повседневный, можно сказать. Туда входили серьги разного размера, кольца обязательно, которые носили даже мужчины, дети, браслеты, которые носили обязательно попарно на 2 руках, запястьях, поверх манжет. И после принятия христианства с середины XIX века подвески сюрях. Это первый набор, простой. А второй набор, более интересный, сложный. Туда входили уже начальная повязка бастыга, гривна, илинка-бигер, калинка-бигер, браслеты, кольца, серьги, пояса с подвесками. И это все, конечно, много весело и стоило очень-очень дорого. Представьте себе, по ценам конца XIX века илинка-бигер стоил 50 рублей, калинка-бигер 45 рублей. Это тогда, как корова стоила от 8 до 10 рублей. То есть один илинка-бигер стоил примерно 5-6 коров. И это практически годовой доход зажиточной семьи. Где-то от 50 рублей до 80 в конце XIX века. Ну, в зависимости от района. Так что полный комплект серебра себе могли позволить немногие, только самая верхушка общества. Потому что женщина в таком полностью таком нарядном ритуальном облачении, серебро ее оценивалось где-то 150 рублей. Верхние божества, обитающие на небе 9 ярусами, у меня сегодня радость, у меня гости. Вы их создали, берегите их и не подпускайте к ним злых духов ни спереди, ни сзади, ни сверху, ни снизу. И пусть этот наступивший Новый год с 21 на 22 мая принесет только радость, успех и, самое главное, здоровье. А вы раскрываете руки ладонями вверх, ставите на колени и думаете про свое житье-бытие. Дух огня услышит, он очень чуткий и передаст куда надо. Все якутяне знают, если идет треск, значит хорошая примета. Новый год наступивший принимает нас, и этот год будет мягкий, добрый. Все, что задумали в этом году, все исполнится. Духу огня нравится все мучное, все молочное, все, что идет живо, салом, с маслом. А ладушку я положу по 3 теням, по 3 сторонам. Салым чанчик быджабыты, атан тәмерие таяныхем. Үйрен көтін күлібірен, күңінен оньон сыгыран. Жоғын жаммын үйре көті көрсібіт күттен сөбілір аскынан, арыла халаджынан үс бара күліккер аяқ тұттым. Жейверкі күлім айлай, күңінен ұғықтанан бәттәк бол,
Көрейік, бұл кәлем олар алла. Қағыны қаннада болалар. Өсін оғжаған құттарын қол бұ тұтан жалла. Қол-қор-қор-қор. Кестілер, келігер. Үсті. Теперь у меня конская грива. И ложу в 3 стороны. Үйелер тухары детел бүджөгөйін селінен өскүліктер көмейден сүйөктер дейін сүгірген қолжықтық дейін қонқуян көрдігі аттаға амалыя тұрабын. Үрігіме қаламар ол боқтық үрі айыларың үрін көтін күмгітнен ұқтанан бәттәк болын үйді аққытын өтер жоғын аққытын жоқсатар керекенім кәлі жоғын жоным ататтан сору қоңыстан тиян кәлілер көрімістің сыласқытын сырайны тейгісінен үргейін Кеннелеріттен көтіген қуаған сыны жұғатыман үрділеріттен анныларыттан үргітімен үміт жылым ойгынып яңы байы долу үгіт сетігіні өріні көтіні рәт қойдым. Чөл болынна, доға дұрықтанынна. Дом, оннук, ден. Ну вот такой обряд совершали наши предки. А теперь подходим к огню. На ладонях рук почувствуем тепло открытого огня. Потом трем руки сильно изнутри и снаружи. Так делаем 3 раза. И мы чувствуем, у нас поры по всему телу раскрываются. Это хорошо. И через эти открытые места тепло открытого огня, энергия огня поступает у нас вовнутрь. А теперь еще раз согреваем ладони, сверху вниз гладим огромный живот беременной женщины, руку на руку. Берем, черпаем тепло открытого огня и ставим в солнечное сплетение. Делаем поклон огню. Пусть тепло огня, разожженного сегодня вашим именем, будет с вами.